учителем ты не будешь, физкультурный ты не поступишь, так что будешь экономистом. Ну, так как, будучи ребенком, конечно, мы все прислушиваемся к своим родителям. Но сейчас я хочу посоветовать то, что наоборот надо прислушиваться к детям, вот, чтобы они работали по своей любимой специальности и стали тем, кем хотят. Родители должны поддержать своего ребенка, потому что час 30 тренировки, это же не так много. Наоборот, ребенок приходит, отдыхает психологически, потому что слишком тоже вот так вот пугать ОГЭ, ЕГЭ, это тоже неправильно, я считаю. Психологически надо, вот невозможно 24/7 только учиться. Самое главное — это быстро бегать. А вот слишком тоже прям там вот так вот копаться вот в технике, чтобы она была идеальная, нет, так тоже не надо. Это всякие кривые, так бегают, и удивляешься, слушайте, и выигрывают, удивляешься, всякие, вот эту технику надо было менять в детстве. Вот сейчас у тебя уже все все сформировано, сейчас ты уже, наоборот, это во вред. Я вот бегаю по улицам, по центру, я одна бегала, грубо говоря, в лосинах, да, вот сейчас в экипировке, и окружающие смотрят на тебя как на сумасшедшую. А сейчас это норма. Видеть, и даже человек радуется, когда видит, вот едешь на машине, а тут толпа бегает, и по Чернышевского там, по центру, и это уже нормально. И прям радуешься, что это уже норма жизни. Ну и сейчас очень популярно же стало, все равно, заниматься вообще спортом. И дети все это все равно видят, благодаря нашим вот забегам, которые вот проводятся, да, у нас очень много. Раньше такого вообще не было, а сейчас вон столько забегов, и дети видят же, что родители начинают готовиться, да, вот эти корпоративные забеги, и они все равно, каждый ребенок копирует своего родителя. Родитель является главным мотиватором для ребенка. Да, и поэтому вот участие в всяких различных соревнованиях именно родителей, это самая главная мотивация для ребенка. Именно то, что родители сами занимаются спортом. Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Твоя беговая история», где мы говорим про бег. Мы ведущие Таня и Настя, и сегодня у нас в гостях Наталья Сотникова, мастер спорта международного класса РФ по легкой атлетике, тренер СОТ Ран Тим и тренер-преподаватель ДЮСШ номер 5 города Якутска. В этом эпизоде мы поговорим про путь в беге Натальи, про семейные ценности, про семейный вклад в легкую атлетику республики, про СОТ Ран Тим и, в общем, про тренерство и преподавание. Выражаем огромную благодарность фотопарку. Это классное пространство в центре города с арендой залов для фото-видеосессий с профессиональным оборудованием, прокатом одежды и командой визажистов, видеографов и фотографов. Приходите в фотопарк. Мы начнем с первого вопроса. Вот как в вашей жизни появился бег? Когда вы поняли, что бег, это легкая атлетика, это не просто спорт, а больше, чем спорт? Всем здравствуйте. Бег появился в моей жизни в 6 классе, когда мой отец, ну как и любой родитель, заявил мне в сентябре, что мне надо заняться спортом, и он отдает меня в секцию. И он дал на выбор или лыжный спорт, или бег, легкая атлетика. А так как он у меня сам является лыжником, и с детства он нас учил этому, я вообще с детства, как-то не хотела мерзнуть, не люблю мерзнуть, поэтому выбрала бег. И вот с 6 класса я также поступила в детскую юношескую спортивную школу номер 5 города Якутска и начала там тренироваться. Вы мастер спорта международного класса. Какими достижениями в своей спортивной карьере вы особенно гордитесь и какой путь стоял за этими результатами? Также я повторюсь, да, с детства я вот занималась легкой атлетикой, и любой ребенок, для любого ребенка является мотивацией выполнить норматив. Есть нормативы в легкой атлетике. И, конечно, высшее достижение — это вот мастер спорта международного класса. Есть еще заслуженный мастер спорта, но это уже как-то вот на Олимпиаде надо участвовать, да. И
как любой ребенок, я мечтала об этом. И после, ну, в студенческое время у меня был первый взрослый разряд. После замужества, после родов первых, у меня муж уже являлся мастером спорта по якутским прыжкам, кандидатом в мастера спорта по спринтерскому бегу. И мне тоже захотелось хотя бы выполнить КМС. Я подумала, ну что ж такое-то, всю жизнь занимаюсь, и КМСа нету. И поговорив с мужем в то время, а так как мы уже семья, и я понимала, что меня уже не будет дома, да, я буду отлучаться, я, взяв согласие, стала бегать. Да. И аппетит приходит во время еды. Через год я выполнила КМСа, потом уже мастера спорта, МСМК выполнила. Ну и самое, да, значимое — это вот получение корочки мастера спорта международного класса. Стала чемпионкой Кубка России на 100 километров. И МСМК я выполнила на чемпионате России на 100 километров в Брянске, где заняла 3-е место. Вот. И вот хочется отметить, да, то, что получается, будучи мамой, будучи женой, ваша семья поддержала вас, да, получается, то, что Да, поддержка семьи. Да, огромная благодарность мужу, потому что стоит очень большой труд в плане того, что меня очень долго не было дома. Я месяцами выезжала на сборы. Сборы у меня проходили в Кисловодске, в Киргизии. И в год, ну, где-то 3-4 раза я ездила на сборы, а сборы они длятся, ну, как минимум 21 день. Я тренировалась у Татьяны Юрьевны Жирковой, со мной параллельно тогда, это был 2014, да, период 14 по 18 год, тогда Сагдана Трофимова готовилась очень усердно к Олимпиаде, и вот мы параллельно с ней проводили наши сборы. Но она, конечно, готовилась на марафонскую дистанцию, а у меня чуть подлиннее. И поэтому, ну, было очень, да, сложно в плане того, что очень долго приходилось быть вне семьи. И тогда, да, муж меня очень сильно поддержал. Не каждый на такое способен. Ну, наверное, благодаря тому, что он сам спортсмен и понимал вообще, что это такое. Действительно. Вот, и расскажите, пожалуйста, каким спортсменом вы были в юности? Строгим к себе, эмоциональным, дисциплинированным или наоборот, все пришло со временем? Ну, я думаю, я с детства была дисциплинирована, потому что я росла в семье педагогов. У нас династия учителей в Хангалас, они родом из Хангаласского улуса, династия Платоновых, 800 лет стаж. Поэтому, ну, у нас как-то так с детства было принято, что дисциплина на первом месте. И в характере, наверное, уже было заложено, ну, не было никаких проблем с этим. После карьеры спортсмена вы перешли в тренерскую деятельность. Насколько сложно было поменять роль из спортсмена стать наставником? Ну, вот ту же тему, если затронуть, да, после 11 класса я сразу хотела стать тренером, учителем физкультуры, потому что вот вся семья была учителями. Но отец в то время, это был 2006 год, в то время было очень модно быть юристами, экономистами. Он сказал: нет, учителем ты не будешь, физкультурный ты не поступишь, так что будешь экономистом. Ну, так как, будучи ребенком, конечно, мы все прислушиваемся к своим родителям. Но сейчас я хочу посоветовать то, что наоборот надо прислушиваться к детям, вот, чтобы они работали по своей любимой специальности и стали тем, кем хотят. И поэтому вообще никаких проблем не составило. Я уже, вот, проработав экономистом 5 лет, я понимала, что это совсем не мое. И я, конечно, получила травму, поэтому закончила свою профессиональную карьеру. Я очень быстро нашла себя в тренерской деятельности. И вот уже 8 лет являюсь тренером. Работаю, и мне это очень нравится.
Нашли себя, получается. Да, все-таки нашла, потому что даже когда я поступала в физкультурный институт, я позвонила в первую очередь своему отцу и сказала: извини, пожалуйста, но я поступаю в физкультурный институт, а он у меня в то время являлся директором ИФКИС. И он вот после 11 он также сказал: только через мой труп ты поступишь в физкультурный институт. И вот тогда, когда я уже вот сейчас во взрослом возрасте решилась, я говорю: если ты меня не возьмешь, пойду в ЧИФКИС. Ну, конечно, я тогда уже была международником, уже в сборную России входила, и, естественно, ему не хотелось, чтобы дочь переметнулась в ЧИФКИС, да, они же все равно конкурируют друг с другом. И слава богу, взял. То есть очень важно действительно иметь вот внутренний стержень, именно прислушиваться к себе, ну, Да. то есть и быть верным своему именно пути, Знать, выбору. чего ты хочешь в жизни. Вот это самое главное, да. Вот. И вот следующий вопрос. Вы вместе с мужем тренируете детей. Как вы распределяете роли в работе? Вы больше про дисциплину и поддержку, как мама, как женщина. И вообще, как работать в одной команде не только дома, но и на работе? Вначале было легко, да, не скрою. Казалось, что даже многие удивлялись, как это вы работаете и дома, ну, вместе и дома, и на работе, не надоедает ли вам. Вначале было нормально, потом, да, был такой период, когда уже, правда, как-то хочется немножко уединения, да, дистанцию, да. А сейчас уже, мы уже 17 лет вместе, поэтому, ну, находим компромиссы, подходы. Если надо отдохнуть друг от друга, вот отдыхаем, да, я в лес уезжаю. Я очень люблю ездить в лес. Могу я одна спокойно поехать куда-нибудь переночевать. И больше, как таких называют, интроверты? Или кто? Интроверты, да, интроверты. Вот, я очень люблю одна отдыхать. Вообще мне не нужна обязательно вот такая большая компания, чтобы отдохнуть. Набраться сил, побыть на природе, и все, уже батарейка у меня заряжается. А так, во время тренировок мы распределяем именно... так как он спринтер, он тренирует спринтеров. Спринтера — это те, кто бегают на короткие дистанции, и барьеристов. Я больше вот для спринтеров, да, как психологической точки зрения я уже к ним подхожу. А дети, которые тренируются на длинные и средние дистанции, это уже моя категория детей. И вот я с ними уже полностью И вот мы распределяем так на группы, и все. А так, конечно, вот сейчас, когда на сборы ездили, я вот 24 воспитанника с собой повезла в Кисловодск. Там были и спринтера, и стайеры. Немножко было сложновато, но тренировала всех. Это возможно. Дэм у нас такой крепкий, я хочу сказать. И уже больше там, уже больше уважения, взаимопонимания. Уже вот, да, как тандем, как партнеры. Мы тоже иногда, бывает то, что задумываемся. И тоже к таким выводам. Эмоциональный человек, он у меня спокойный, и поэтому вот инь-янь, да, совпадаем. Да, я взрывная, если что-то мне не нравится, я сразу в лоб. Ну, даже вот не обязательно ему, я даже в обычной жизни всегда показываю, у меня даже на лице бывает написано... Лицо с субтитрами, да? Да, что я думаю, и поэтому я не люблю там плести какие-то интриги, вот это. Я обычно все сразу в лицо говорю, как есть, поэтому, возможно, кому-то не всем нравлюсь, но зато не нравится мне вот это вот все, когда бывают же такие люди по жизни, да. Ну, я прямой человек, и поэтому даже вот дети мои, да, они мне очень доверяют в этом плане, потому что я там никогда не юлю, как есть все говорю, поэтому, даже вот когда любителей тренировала, меня, походу, за это и ценили, потому что если что, я сразу говорю,
что мне не нравится, чтобы там никакой самодеятельности. Ну, бывает же то, что у меня тренировались среди любителей и взрослые, как бы в возрасте люди, и они, когда начинали меня учить, они же смотрят, молодая все равно, да, ага, хотят поучить там, мне кажется так, а мне кажется сяк. Я говорю, ну, пожалуйста, если хотите самодеятельность, не у меня. Надо Тренер, вот доверие. да. Доверие к тренеру должно быть прям 100%, только тогда случается вот тандем. Именно результаты идут в гору. Действительно. У вас очень сильные воспитанники, которые показывают хорошие результаты на соревнованиях. В чем, как вам кажется, секрет успешного юного спортсмена? Талант, характер, дисциплина, поддержка родителей или хороший тренер? Все вместе. Я считаю, что все вместе, в совокупности, потому что тренеров у нас очень много в Якутске, да, если по республике взять вообще, наверное, многочисленная, потому что легкая атлетика является, ну, самый такой популярный, самый популярный вид. И родителя поддержки, ну, вот, поддержка родителей очень важна. Ребенок все чувствует, и поддержку от тренера, и от родителя, и все в тандеме должно быть. Ага. Баланс такой должен быть и тренировочного процесса, потому что многие тренера загоняют детей в раннем возрасте, а потом ресурс заканчивается у ребенка, и ребенок не хочет потом вообще заниматься. Он говорит, я там, мама, не хочу, я перейду там на бокс или на вольную борьбу уже, потому что до того загоняли ребенка, что он уже отказывается. А надо именно в детском возрасте сделать так, чтобы ребенок полюбил бег, чтобы потом в подростковом периоде у него даже мысли не было бросить, потому что многие бросают, ну, очень легко же бросить и сидеть в телефоне, там, за компьютером, или гулять целый день по городу, да, вот, когда наблюдаешь, там, в обед куда-нибудь зайдешь, дети же все сидят, там, после школы собираются, кучкуются, да, ну, а что хорошего? Ну да, бесцельно пройденное время, да, да. Получается? Поэтому все должно быть так тандемно, в совокупности. То есть, как бы это ни прозвучало, если одного какого-то этого не будет, одной части, то уже не получится, хорошего спортсмена. Да, не получится, потому что если бывают родители, вот я слышала, у других тренеров, да, они вот в прошлом году, допустим, девятиклассники, да, у другого тренера, и он жалуется. Вот родители запрещают ему ходить на занятия, потому что у него ОГЭ. И что? Да? Наоборот, родители должны поддержать своего ребенка, потому что час 30 тренировки, это же не так много. Наоборот, ребенок приходит, отдыхает психологически, потому что слишком тоже вот так вот пугать ОГЭ, ЕГЭ, это тоже неправильно, я считаю. Психологически надо, вот невозможно 24/7 только учиться. Это наоборот во вред. Поэтому я считаю, что поддержка родителей прям должна быть очень... У меня вот тоже вот старший сын, у него ОГЭ в этом году, он 9 класс заканчивает. Я специально, вот когда родительское собрание было, туда сходила, и я вот ждала, что так скажут учителя. Нет, они наоборот сказали, что ребенок должен обязательно проводить время на природе, гулять, вот так вот тренироваться и хотя бы отдыхать от учебы. Вот так вот 1,5-2 часа. Это даже рекомендуют, оказывается. Он у меня в лицее учится, в Якутском городском. Я была приятно удивлена, потому что я думала, сейчас начнется там учитесь, там ОГЭ, ЕГЭ. Нет. Так в напряжении из-за ОГЭ ребенок находится и чтобы расслабился. Многие стресс же ловят прямо. Там всякое, да, плохие же случаи тоже бывали. Вот неплохо сдадут. Там, нет, да, вот не надо этого допускать и слишком тоже напрягать своих детей только учебой. Тоже неправильно, я думаю. Мои родители, слава богу, прислушиваются ко мне. Поэтому у меня вот в этом году, да, девятиклассники есть, человек 5. Они все занимаются легко, никто не пропускает тренировку, как-то совмещают.
на всех соревнованиях участвуют, все нормально. Поэтому я очень благодарна вот как раз-таки своим родителям, воспитанникам, которые относятся с пониманием. Поэтому у нас и результат, думаю, есть вот в спорте То есть тоже. очень важно жить полной жизнью, Мгм. ни в чем себя не ограничивайте. Мгм. Вот. И следующий вопрос. Раньше вы тренировали только взрослых, да, Ага. а сейчас полностью перешли на детей, на подростков. И расскажите, пожалуйста, вот именно особенности работы с детьми, вот, да, и особенности работы уже со взрослыми людьми, которые имеют детей, мужей, да, то есть семью и основную работу. То есть какая особенность между вот этими спортсменами? Ага, ну я немножко исправлю, да. Детей также я начала тренировать с 2018 года. Я также работала в ДЮСШ США и параллельно тренировала любителей. Но в то время я вот только закончила сама бегать, поэтому мне было все интересно. И как вы знаете, у детей сразу результаты не появляются. Их надо вот сейчас вот мои чемпионки, да, или чемпионы, они 3 года назад совсем маленькие ко мне пришли. И я вот их сама вот так вот вырастила. И в прошлом году вот ко мне пришло осознание, что я не могу уделять уже внимание любителям взрослых, потому что появились очень хорошие результаты именно у детей. И я поняла, что мне надо 100% уделить внимание детскому спорту. И вот в феврале мой Богдан Луценко стал чемпионом России, да? Поэтому я считаю, что я сделала правильный выбор в пользу детей, потому что тренер, он отдает очень много психологической помощи, да, как-то вот. Энергию, да, очень много энергии отдает, и особенно когда дети начинают, вообще, даже взрослые, когда вы работаете на результат, вот очень много энергии отдает тренер. Вот вроде бы он просто стоит, а он же думает, тренировочный план, вот это вот все за месяц, все это все записывается, все подгоняется под спортсмена. Поэтому, да, а так вот взрослых, конечно, мне было очень жаль отпускать. Все-таки 7 лет тренировала, и где-то 70% они вот все 7 лет и занимались у меня. Ага, тоже вот они просто пришли ко мне, люди даже, которые не занимались, были освобожденные от физкультуры, пришли ко мне похудеть, а потом уже марафоны стали бегать. И поэтому было очень сложно, но они стали для меня уже друзьями сейчас. Ага, мы друг друга поддерживаем, многие из них остались онлайн тренироваться. А так разница, да, в чем заключается? Ну, детей тренировать это как, они становятся тебе как собственные дети. И ты начинаешь видеть их результаты и радуешься за их успех. Это уже как твой успех, в общем. Поэтому и ты понимаешь, что они вот пришли к тебе первоклашки, а сейчас вот уже 7 класс, 8 класс и уже чемпионки или чемпионы. И прямо радуешься, это прям столько радости приводит. Вот даже как-то недавно рилс сделала, и я вот как бы Дзюба рассказывает, да, вот то, что я прям очень радуюсь за успехи своих именно детей, потому что я их сама вырастила, сама воспитала до такого уровня. Поэтому это прям радость двойная. Смотрите на плоды своего труда. Вот, абсолютно верно. А есть мнение, что детский спорт – это очень тонкая грань между мотивацией и давлением. Как вы выстраиваете отношения с детьми, чтобы они не сгорели и продолжали любить бег? Все равно вот метод кнута и пряника, да, говорят. Потому что если ты слишком добрая, это тоже не очень. Когда слишком тоже орешь, там, не знаю, есть такие тренера, которые вечно орут, тоже неправильно. Поэтому надо стать и в то же время и другом, и тренером, и в то же время ребенок тоже должен не то что бояться, уважать, да? Уважать, да. Поэтому я, конечно, не так часто
ругаюсь уже, потому что многие уже знают и мой характер, и обычно даже вот, да, по выражению глаз они уже понимают, как себя надо вести, но за косяки, там какие-то определенные, или там, они, конечно, я их ругаю, получают, ага, но... По делу, да? Да, по делу, только по делу, и если бы не было... А вот насчет давления, нет, давления у меня нету, но в какой-то момент иногда бывает то, что надо немножко, чтобы ребенок раскрылся, надо вот немножко строго, да, подтолкнуть. И бывает такое, что я тоже вижу иногда, как сказать-то, давление, да, может быть с моей стороны давление, в плане того, чтобы это в лучшую сторону, чтобы ребенок раскрылся, чтобы он замотивировался. Бывают очень закрепощенные дети, которые в своем коконе. И вот ты их пытаешься замотивировать и любя, потом начинаешь по-плохому, да, вот типа вот что-то такое, ага. Но они раскрываются. Вот многие говорят, вот у меня по списку должно быть 48 детей. А у меня просят, чтобы у меня по списку было 60 детей, чтобы был запас, так как дети уходят. Отток детей весной бывает. Я говорю, у меня никто не уходит. Чему я дико рада? Ну, наверное, потому что какой-то подход я, слава Богу, нахожу. Потому что ребенок же может уйти, сказать, мне это не мое, тренер не нравится, и уйти. Ну вот, слава Богу, пока что вот за 8 лет такого у меня нет оттока. Я только сама могу сказать «до свидания». Вот как-то так. То есть вы уже к своим воспитанникам нашли индивидуальный подход? Да, уже... индивидуальный подход обязательно, потому что Каждому каждому разный, у каждого разное воспитание. Кто-то у меня активный, кто-то эмоционально вот закрытый. Кто закрытый, надо раскрепостить, потому что легкая атлетика — это все-таки трибуны, да, надо, чтобы ребенок не стеснялся. Многие перед стартом вообще начинают плакать, мандраж у них. Вот таким тоже вообще отдельный, вот каждому отдельный подход, абсолютно. То есть, там же вот был такой рилс, где там у меня болит... Есть такое. Вот кого-то надо, наоборот, подбодрить перед стартом. Вот ты все можешь там, ага. А кому-то сказать, подойти, вот не дай бог ты меня опозоришь. А вот бывали такие случаи. Вот в прошлом году буквально перед первенством республики я знала, ну, она боялась, барьеристка, боялась. Я говорю, вот не дай бог ты меня опозоришь. И вот чтобы меня не опозорить, она выиграла девочку, которая входила в состав сборной «Дети Азии» и выиграла первую золотую медаль. И вот так вот я придала ей уверенность, и сейчас она только так уже. И вот иногда и такое бывает, вот сказать, вот подойти, сказать, не дай бог ты меня опозоришь. Да, есть же такой этот волшебный пендель, да, небольшой такой, что именно психологически зарядить и отправить. А кому-то наоборот сказать, вот ты все можешь, молодец, все в твоих руках, ага. Кому-то так помогает. Ну, уже вот поэтому очень индивидуально. Вот. А так, вот что для вас важнее всего? Это результат, техника, дисциплина или само удовольствие ребенка от спорта? Опять, да, все в совокупности. Потому что если даже брать вот Богдана, он прям кайфует от бега. Вот он ко мне пришел и сказал, я хочу бегать марафон. Когда я буду бегать марафон? А извините, марафон это не каждый вообще захочет бегать. И вот ему, вот, ребенку должно быть в кайф бегать. Он должен радоваться. А если вот бывает то, что ко мне вот сейчас в оздоровительную группу дети приходят, вообще не хотят бегать. Я их не заставляю. Я говорю, давайте вот один кружочек побегал, один кружочек походил. Потом в течение месяца смотрю, он уже бегает. И с радостью. А потом у родителей спрашиваю, ну что,
нравится ему бегать. Это обычный вот ребенок, который хочет просто подтянуться. А куда вот месяц назад ругался перед тренировкой, когда мы его отвозили, а сейчас, когда едем, вот сейчас скоро поедем, вот так вот. Поэтому полюбить обязательно должен бег перед тем, как вообще начать заниматься. А вот насчет техники тоже могу немножко поспорить, потому что вот некоторые очень начинают именно на технику работать. Какая вот идеальная техника должна быть? Не обязательно. Вот сейчас мы вот ездим и на первенство ДВФО, и на чемпионат вот, России. Вот осенью ездили на чемпионат мира в Японию, да, ну просто посмотреть. И не у всех идеальная техника. Самое главное — это быстро бегать. А вот слишком тоже прям там вот так вот копаться вот в технике, чтобы она была идеальная, нет, так тоже не надо. Это всякие кривые, так бегают, и удивляешься. Слушайте, и выигрывают. Удивляешься, всякие. Вот в прошлом году в Краснодар ездили на первенство России Ю-16. Самое главное, кажется, быстро бегать. Не обязательно иметь идеальную технику. Кому как удобнее. Да, быстро бегать, да. кто Ну, так. конечно, надо корректировать, ну, прям, чтобы там 100% идеальная техника. Тоже зацикливаться вот не надо. Потому что даже я, когда начинала вот именно работать на высший результат, да, на высший спорт, у меня вот эта нога, она вот такая немножко, и рука вот такая. Ну вот одна сторона у человека, она же другая все равно. И вот мне как-то умный человек, тренер какой-то, я не помню, уже сказал, надо это вот, ну, у тебя неправильно. То есть ставить прямо, да? Как бы? Вот ставь вот параллельно. И я начала вот этим заниматься, заморочилась. У меня сразу седалищный нерв ушел, начал болеть. Седалищный нерв, соответственно, начал отдавать в колено, вот так, по задней мышце ног. Потом что-то я хромать начала. И Татьяна Юрьевна меня спрашивает, что случилось? Я говорю, да вот, решила технику свою поменять. А мне человеку уже тогда было 24-25. Она говорит, нашла время, когда. Вот эту технику надо было менять в детстве. Вот сейчас у тебя уже все все сформировано, сейчас ты уже, наоборот, это во вред идет. Вот ты как бегала, вот так и бегай. Не надо ничего придумывать, никакой своей самодеятельностью ты не занимайся. И действительно, ничего не надо. Вот все равно же цель свою выполнила. Говорят же то, что у детей техника бега лучше, потому что они как бы не знают другого, чем у взрослых. Как это объяснить? А взрослые уже типа какое-то время что-то бегали, что-то как-то неправильно, возможно, и уже что-то у них, короче, по-другому. Ну да, уже вот сформированное тело, потому что взрослые, они же, и у них урок физкультуры был в детстве, да, потом еще в студенчестве тоже урок физкультуры, чем-то вот так вот занимаются фитнесом и так далее. Конечно, да, уже сформированное тело, да, действительно. И менять сложнее, и даже, мне кажется, иногда не нужно. Вот чуть-чуть исправить возможно, а если там начинает что-то беспокоить, мне кажется, это вот чревато наоборот. Сейчас многие дети быстро теряют интерес и выбирают телефоны вместо спорта. Как вам удается мотивировать детей приходить на тренировки и оставаться в спорте? В основном вот таких детей, именно вот в оздоровительную группу, да, кто вот зависает в телефоне, приводят, слава богу, родители, которые начинают беспокоиться о здоровье своего ребенка. Я очень тоже рада тому, что многие родители начали беспокоиться, потому что это проблема. Вечно сидящий в телефоне, в компьютере ребенок. И они, конечно, приходят вначале с недовольством, а потом уже вот начинают, я все равно нахожу подход, начинаю их чем-то мотивировать. Мы ежемесячно практически, они сдают тестирование. Они вот пришли, тестирование сдали, потом где-то через 1,5-2 месяца второй, и у них все равно прогресс. И вот ты начинаешь показывать это ребенку, и они говорят, действительно. И вот этот прогресс их начинает мотивировать.
потом у них общие интересы находят. Вот. Я вот даже иногда вот отпускаю на разминку, и они вот разговаривают опять же про свои игры. Ну, хоть разговаривайте. Но самое главное, они же не зависят. Ну, какой-то общий интерес у них есть. И вот они бегут и разговаривают про общий. Тоже интересно, да? И начинают больше пробегать. И вот когда начинаешь хвалить их, да, вот тоже. И даже вот результаты тестирования, они же все равно понимают, что в жизни будет урок. И вот даже на уроке физкультуры они говорят, мы уже там кого-то обгоняем. Ага. Кому проигрывали, да? И вот это для них начинается вот самая главная мотивация, то, что они уже стали сильнее. Или там даже вот ко мне недавно пришел ребенок 5 класса, он говорит, у меня есть один мальчик, я должен его выиграть. Вот, ну, я говорю, без проблем выиграешь, ага, давай. И вот он сейчас усердно занимается. Ну и сейчас очень популярно же стало все равно заниматься вообще спортом. И дети все равно видят, благодаря нашим вот забегам, которые вот проводятся, да, у нас очень много. Раньше такого вообще не было, а сейчас вон столько забегов, и дети видят же, что родители начинают готовиться, да, вот эти корпоративные забеги, и они все равно, каждый ребенок копирует своего родителя. Родитель является главным мотиватором для ребенка, да, и поэтому вот участие в всяких различных соревнованиях именно родителей, это самая главная мотивация для ребенка. Именно то, что родители сами занимаются спортом. А с каждым годом тренирующихся взрослых становится больше, и, соответственно, и детей, которые захотят тренироваться, станет больше, которые будут брать пример с родителей. Вот это очень радует. Здоровая нация. Здоровая нация, да, действительно. Начинается с нас, со взрослых людей. Да. У меня дочка стала... Типа, давно у нее не было даже мысли о том, чтобы спортом заниматься, а я сейчас бегаю уже год, ну, может, только год я бегаю, и она стала допускать мысль, чтобы со мной куда-то побежать. Типа, она, правда, еще не бегала, но допускает уже мысль. Потихоньку, короче, мы двигаемся к чему-то. Если раньше многие, ну, как бы взрослые, да, скажем, думали, вот, стеснялись бегать. Вот когда я начинала, вот в 13-м, я вот бегаю по улицам, по центру, я одна бегала, грубо говоря, в лосинах, да, вот сейчас в экипировке, и окружающие смотрят на тебя как на сумасшедшую. Вот что ты тут, ну иди на стадионе побегай, да. А сейчас это норма. Видеть, и даже человек радуется, когда видит, вот едешь на машине, а тут толпа бегает, и по Чернышевского там, по центру, и это уже нормально. И прям радуешься, что это уже норма жизни, спорт. А ваш сын тоже занимается у вас и показывает хорошие результаты. Насколько сложно быть одновременно и мамой, и тренером, и где проходит вот эта вот грань между мамой и тренером? Как можно сказать, да? Мы все равно абстрагируемся, да? Так правильно сказать? Потому что в основном отец его тренирует, так как он является спринтером. Я больше про психологическую часть и про выносливость. Когда вот нужны тренировки по выносливости, я уже подключаюсь. И грань мы, слава богу, находим. И на стадионе, в манеже мы тренера, дома мы родители. И даже есть какой-то плюс в этом, потому что мы знаем, мы с ним 24/7, знаем, что он ест, знаем, какие у него психологические какие-то трудности, может, по учебе и так далее, и можем подстроиться под него. Поэтому, когда вот я очень рекомендую детям, да, своим воспитанникам ездить на сборы, вот сейчас мы 21 день были в Кисловодске, и дети со мной были 24/7. Я их очень хорошо узнала, чем они питаются, какие у них интересы. Потому что в обычной жизни, вот они 2 часа, я их вижу и до свидания. Что они там делают, чем они там занимаются, я не знаю. Да? А вот поэтому на сборах и они меня отлично узнают, и я их. Поэтому
Это очень большой плюс, я считаю, когда вообще вот Когда ему повезло, что мы являемся его тренерами, потому что у нас была мысль, даже когда он в начальном классе был, мы все равно знали, что он будет спортсменом. Мы отдали к другому тренеру из ДЮСШ-1. Потом он немножко походил, ему не понравилось, и он ушел на футбол. Потом бассейном занимался, потом что-то он там и борьбой попробовал позаниматься, но мы его не заставляли. Он искал себя. Да, мы не говорили, что обязательно он бегать должен. Потом вот как раз перед Дети Азии в 2023 году я поняла, что ровно 2010 год он может попасть. Говорю, давай попробуй. Говорит, давай. И вот начал заниматься, и вот в 2024 году попал в первую сборную. И, потому что все равно есть, наверное, талант, да? И генетика, возможно. И генетика, да. И Быстренько так наверстал и попал в сборную. И да, конечно, вот плюс в том, что мы 24/7 были, это тоже, думаю, очень. Но мне, как маме, бывает очень сложно иногда, потому что я очень волнуюсь. И перед соревнованиями, перед ответственными стартами мы, конечно, не показываем, стараемся не показывать этого, но бывает вдвойне сложнее видеть. Я даже иногда отворачиваюсь и не кричу. Если я другим детям кричу, болею, да, то ему я молчу, потому что я боюсь, что я могу сбить его темп. Допустим, он же у меня барьерист, а барьерный бег — это там все в темпе. Раз, два, три, атака вот барьеров. Я не кричу, потому что я боюсь сбить и вообще что он... Поэтому я обычно даже отворачиваюсь и не смотрю. А если бы был воспитанник, не мой сын, я, конечно, там и кричу, и болею, там, давай. Не обязательно барьерный бег, да? А тут мне бывает страшновато, да, как маме. Вот как раз вопрос у меня есть. Бывают ли моменты, когда вам эмоционально тяжело как тренеру? Например, после поражения детей или когда у кого-то пропадает вера в себя? Бывает сложно. Пока что вот такой веры, слава богу, такого не попадалось, да. Но эмоционально бывает сложно. Поэтому вот я прям разгружаюсь, вот обязательно выезжаю куда-то, отдыхаю. И это я поняла в прошлом году, что мне это необходимо, что я могу перегореть. Даже вот когда я только начинала тренировать, мне многие говорили, другие тренера: Наталья, ты слишком усердно, слишком все отдаешь себя, да, и слишком активная, ты скоро перегоришь. И такие слова были. Но я сама по себе такой человек. И говорят, вот тебе скоро надоест там, или вот мы уже там тренируем 20 лет, мы это знаем, мы через это все прошли. Я иначе не могу. Вот такой характер у меня. А как я всю могу? душу вложить. Да, а как я буду тренировать, вот лишь бы, да? Нет, я так не могу. Просто я именно научилась находить именно вот такой баланс, да? Тоже отдыхать именно вот. Природа, все равно для меня природа — это самый лучший отдых. Да. Особенно для Сахалар, да? Который Да, вообще я вот оладушки свои приготовлю, может для кого-то смешно будет, да, многие, да, но в свое время Богдан не верил, а я везде свои эти оладушки таскаю, а как я вот в эту веру-то тоже начала, я тоже раньше как-то особо нет, саха, оладьи, а в 2016 году, перед тем, как выполнить мастера спорта, я сходила к Эджи Доре, чтобы она меня благословила, да. И она меня от души поругала, я плакала там, в плане того, что она сказала: вот ты вообще, кажется, ни во что не веришь. Вот ты родилась, у тебя предки родом из Хангаласского улуса, а ты реку свою вообще не кормишь.
И вообще ни во что не веришь, это что такое. И тогда я уже, говорит, у тебя все получится, но надо верить. У спортсмена, тем более, обязательно должна быть вера во что-то. Ну вот не обязательно же, ну кто-то мусульмане, христиане, да, обязательно вера. Я вот с того момента начала верить. И вот эти вот оладушки, вот эту вот землю покормила, огонь покормила, реку покормила. А для кого-то, может, это очень абсурдно для россиян будет звучать, да? Но это работает. Вот это работает. Я вот даже травму получила, пошла, оладушки приготовила, и как будто бы заживает. Ну, психосоматика, да, возможно. Но работает. Все работает. И вот сейчас уже Богдан говорит, оладушки привезли? Я говорю, да, привезла, конечно, в рюкзаке. А он тоже не верил. А я говорю, а ты кто? Вообще, какая у тебя вера у родителей? Он говорит, ну, меня крестили. А где крестик? И вот он с прошлого года, мы в прошлом году на России, он уже 2-е место занял. И вот весной он где-то начал уже ходить в церковь. Он нашел свой крестик. И вот сейчас он обязательно, вот куда ни поедем, перед соревнованиями мы обязательно заглядываем в церковь. Я, конечно, туда как в музей захожу, да, а он уже заходит, там, вот все там, свечку поставит, попросит. Поэтому я считаю, что у спортсмена обязательно должна быть вера, любая. Во что-то он должен верить. Тогда все получится. У нас есть вопрос. Как вы считаете, что спорт дает ребенку помимо медалей и соревнований? Какие качества бег формирует на всю жизнь? Уверенность в себе, трудолюбие и добиваться своей цели по жизни. Они становятся бойцами. Перед любыми преградами они найдут способ усовершенствовать, да, вот, даже вот усовершенствование себя. У них же вот с детства это начинается, поэтому любые цели потом по жизни будут достижимы. Самое главное вот это вот. Даже вот когда люди отдают ребенка, я вижу, что у него нет таланта. Вот он не сможет занимать призовые места. Но он занимается очень усердно. И я вижу, что он выкладывается на тренировках, что вот прям 100% выкладывается. Не получается. Нет способностей у ребенка. Но я уверена, что потом по жизни вот это вот трудолюбие, вот это вот то, что он старание, потом все равно окупится обязательно. Потому что в любой сфере, в работе, да, потом, он будет добиваться своего, того, что он хочет. И вот потому что это уже он закалил свой характер с детства, а не то, что вот бросит на полпути. Нет, такого уже не будет в любой сфере своей, в будущем. Не обязательно, да, вот заниматься для того, чтобы завоевывать медали, а вот чтобы закалить свой характер ребенка, чтобы потом он ничего не боялся, что все трудности преодолимы. Не все же станут чемпионами, только 3 места есть на пьедестале. А зато у остальных будет опыт по жизни, добиваться именно, потому что спортсмены, они каждый день тренируют свое тело, проверяют свое тело, да, на прочность испытывают, они улучшают свои физические данные, поэтому они по жизни будут стремиться к лучшему. Как сегодня развивается бег и легкая атлетика в Якутии? Видите ли вы изменения, рост интереса, больше талантливых детей? Да, легкая атлетика очень сильно развивается, и я хочу сказать, что это благодаря нашим международным играм «Дети Азии», потому что прям после очередных игр, да, они один раз в 4 года, наплыв детей бывает очень серьезный такой. Прям в сентябре, когда отбор делаем, больше 100 детей каждый год приходит, и видно, что
очень популярный вид. Да? Ну, не зря легкая атлетика является королевой спорта. Он нужен для всех. Вот даже у нас ко мне обращаются другие виды спорта, чтобы натренировать выносливость, натренировать там спринтерские какие-то Я качества. видела, вы тренируете этих футболистов. Футболистов, да, потому что им тоже очень нужна выносливость. И спринтерские качества, тоже взрывные качества тоже нужны. Поэтому бег это прям, да, очень популярный. В Якутии тем более после успеха, после участия Сардана Трофимовой на Олимпиаде, какое-то прям грандиозное событие, да. Я считаю, что в Якутии бег считается самым массовым. Прямо и среди любительского спорта, и среди вот тех, кто хотят добиться тоже вот успехов. Даже вот сейчас, да, буквально на прошлой, ну вот на выходных, да, на праздничных выходных у нас по суточному бегу уже столько мастеров спорта международного класса, мастера спорта, КМС, а там-то они пришли с любительского спорта. Там не было вот спортсменов, которые с детства занимались. Нет, там любители, которые смогли выполнить мастера спорта, кандидата мастера спорта. Это же очень круто. Люди это смотрят и говорят, мы тоже так хотим, у нас тоже может получиться, а почему нет? Поэтому считаю, что у любительского спорта очень много еще есть впереди будущего. То есть не надо ограничиваться, то есть возраст Нет, это абсолютно не ограничение. Нет, да? То есть... не надо ограничиваться. В любом возрасте можно. Вот сейчас Марина Ковалева, вот, которая 2-е место заняла на Казанском марафоне, ей 42, да? И она вот бегает, у нее столько операций было. И возраст вообще не помеха. Просто надо правильно тренироваться, и все. У нас из Якутии сутки женщина и 58, что ли, она финишировала. Да. Кто-то вот финишировал, по-моему. Поэтому вообще возраст только у нас в голове. Все ограничения, все у Да, нас в нет, голове, ну конечно, да? за здоровьем надо смотреть, потому что тоже просто так не надо, да. За здоровьем надо ухаживать и правильно, да, вот систему тренировок подобрать, и все нормально будет. Каждый может заниматься бегом. Сейчас же вот такая цепочка идет, например, люди начинают бегать, понимают, что как-то что-то не то, начинают здоровье свое смотреть и начинают следить за здоровьем, чтобы лучше бегать. Да, в основном, да, здоровье, потому что все равно, как говорят-то, спорт калечит, физкультура лечит. Есть, эта доля правды все равно есть, да, потому что и многие приходят как физкультуру же заниматься, именно чтобы оздоровиться, а потом уже начинается, да, вот уже... Гонка за результатами, да? Да, гонка за результатами. Ну вот аппетит приходит во время еды, действительно. Поэтому, да. Вот. И напоследок мы бы хотели тоже задать вопрос, что бы вы сказали родителям, которые хотят отдать ребенка в спорт, но боятся нагрузок, травм или того, что не получится? Не нужно бояться. Вы, родители, являетесь теми, кто воспитает будущее, да, вашего ребенка, потому что только вы ответственны за это. Поэтому не бойтесь именно того, чтобы ребенок занимался спортом. Спорт, он различный, не обязательно бег. Сначала спросите у ребенка, чем он вообще интересуется, и отдавайте детей на спорт. И сразу говорите, какую цель вы хотите. Каждый родитель знает, что он хочет. Просто для того, чтобы ребенок подтянулся, или вот, допустим, на высший спорт. Тогда любой нормальный тренер подберет тренировки по специфике цели, да? Что именно хочет родитель. Поэтому не надо бояться. Не обязательно, чтобы ребенок там, задыхаясь, бегал, да, и чтобы это... Нет, можно просто для себя тоже заниматься.
И тогда все. И ребенок оздоровится, и у вас тоже, да, как у родителя будет. Повод для гордости, да? Да, повод для гордости, потому что сами потом не успеете глазом моргнуть, как ребенок захочет участвовать на каких-либо соревнованиях, какую-то медальку. Все равно. Вот даже забег РФ. Каждому участнику выдают медаль. Это же так прекрасно. А потом ребенок, вот даже у меня 6-летний сын, он этой медалью так гордится. Там повесил, все это я медаль, это 6 лет ребенку. Поэтому, а если ребенок гордится, ну и соответственно, а родители-то каково? Вообще. Я вот, потому что я и старшего сына, да, вот он зимой, кстати, выиграл чемпионат республики среди взрослых на 200 метров. Я так радовалась, я сама не поняла, как я стою, хлопаю в ладоши и говорю, что это мой сын. Мне так было стыдно, а потом это оказывается вот так вот интуитивно. Уже вот так вот вылазят эмоции, короче. Это называется гордость. Я ощутила гордость тогда прям впервые за сына. И вот я хочу, чтобы каждый родитель ощущал гордость за своего ребенка. Что ребенок чего-то добился в жизни. Просто даже пришел в спорт. Это, я считаю, это большое достижение для ребенка. Если тем более бояться там травмироваться или вообще какого-то спорта, чем-либо заниматься. Просто начните, самое главное, а потом уже дальше все придет. Да. Возможности придут, новые цели придут. Да. Цель в жизни, мотивация — это самое главное. Без мотивации, мне кажется, вообще зачем жить, да? Какая-то цель должна быть в жизни, чего-то добиться. Без цели смысла нет, да? Жить. Как-то так. И самый последний вопрос, мы его задаем всем. Ага. В конце, напоследок, что для вас сегодня значит бег? Бег для меня сейчас это смысл жизни мой. Сама я тоже бегаю. Я не могу уже без бега. Для себя. И бег уже даже так получилось, что это моя профессия, моя работа, любимая работа. И я очень радуюсь тем, что я связала себя именно с бегом. Я здоровая, радостная, трудоустроенная, да. Это замечательно же, когда вы вот утром встаете и идете на любимую работу. Да, это вообще 100% попадание в плане того, что какая-то цитата же была. Если не хочешь работать, надо выбрать дело, свое, да. То есть если ты занимаешься тем, что ты любишь, то ты ни одного дня не работаешь. Вот. Как-то так. И это прямо супер радостно мне. Я поэтому не считаю, что работа для меня это там какое-то бывает, да, тягость. Ой, опять на работу, вот, опять выходные. У нас нет выходных. 1 мая мы работаем, 31 декабря мы работаем. И с радостью мы приходим на работу. Как это 31 декабря не работать? Как это 1 января не работать? Почему вот так вот? Вот. Нет возмущений никаких. И летом то же самое. Как-то Каникул так. Нет. Каникул нет. Актированных дней нет. Вот так вот. Может, кто-то будет радоваться, да, актированному дню, допустим, ура. Нет, мы не радуемся. Вообще, говорит, тренировки всегда. Вот поэтому нет. Это вот бег для меня, это моя жизнь. Я так могу сказать. Мой смысл жизни получился так. И я хочу, чтобы бег радовал моих воспитанников и приносил им только радость. Вот так вот. И на этой ноте мы, наверное, завершаем наш подкаст. Спасибо большое вам, Наталья, что вы сегодня нашли время, пришли к нам, дали такое замечательное интервью. Мы сегодня очень вдохновились, очень многое узнали. Всем спасибо, всем пока!